Так, всем привет. Вот и кончились у нас праздники. Наступил 22 год. Ну и как бы, слава богу, что он наступил. Все с чистого листа. Как бы так. Тот год был очень плохой. Ну, по крайней мере, для меня он был не очень хороший. Ну, в плане того, что есть нюансы. Вот. Ну, в общем-то, сейчас покажу свое новое приобретение, что как бы приобрел в этом году. Ну и так маленько, может, гараж покажу. Я его уже достроил практически все. Летом все уже я запустился, заехал, все как бы, ну, мелочи остались так. Потихоньку буду доделывать. Планы тоже у меня на это лето большие. Вот. Сейчас уже буду заниматься чисто работой. Ничто как бы не держит, никаких проблем нету. То есть цели, можно их достигать. Ну и как бы нету никаких особых преград. Вот. Ну все, поехали. Вот. Приобрел я, в общем-то, вот такого вот красавца себе на Новый год. Это моя мечта была, наверное, с года 2000-го. Вот. Ну, как-то я ее обошел, эту мечту, так как молодой был, денег не было особо. И накопить на него было очень тяжело. Даже тогда чайзеры стоили по где-то 380, вот так вот, тысяч рублей. Ну, тогда они были беспробежные еще. Ну, где-то года 2000, вот так, 99-го. Это у меня конкретно конструктор. Вот, неизвестно, какого он года исполнения, но вообще по документам он где-то 99-го. Вот. А так, по сути непонятно, что это за винегрет. Мне кажется, он собранный из 97-го, 98-го, 99-х годов, короче, все вместе. Вот, состояние ЛКП не очень хорошее, конечно. Вот это вот все надо будет красить у него. Вот, есть пошарпанности. Цвет родной, темно-зеленый. Ну, чайзеров и не было черных. Но я буду его все-таки, наверное, красить в черный цвет. Также не нравятся мне диски. Ну, резина тоже Китай. Как бы так. Ну, в принципе, ездить можно. Идет мягко, все хорошо. Как бы. Но это чайзер, на него надо ставить тапки 18-е, 19-е, что-то такое, короче. Вот. Желательно вообще разноширая, японская, чтобы у него вид появился. Вот. Покрасить его обязательно в черный цвет надо будет. Что еще? Оптику надо будет сделать. Тут стоит GZ. Это у нас комплектация Tourer S конкретно. Вот. Tourer S. Салон у него называется полосатик. Полоска. Был еще у них салон Снежинка. Вот. Ну, вот полоска мне тоже нравится. Также вот есть нюансы по картам. Что еще здесь у нас? Салон такой велюровый. Ну, старый такой. Хороший, добрый салончик. Уже есть обвес по кругу. Вот. Рестайлинговые задние фары. ТРДшный. Этот стоит. Спойлер у него тюнингованный уже. Ну и что тут сказать можно? По внутрянке карбоновые вставки. Вот. Здесь тоже карбончик везде. Как бы так. Что еще здесь у нас? В принципе, состояние салона нормальное. Все вроде бы неплохо. Стоит маффин пионеровский. Башка у него процессорная. В багажнике стоит буфер. Вот. Буфер, по-моему, что-то из Урала, что ли, стоит. Вот. Да, ураловский. Что-то его здесь надо будет его поправить, привязать, что ли. Вот. Такой вот буферочек стоит. Все как бы так. Здесь не особо все ушатано. Все нормально. Ну, единственное, что карпет можно было бы обновить, наверное.
Вот это вот можно было бы обновить. Это я летом буду заниматься, поэтому как бы так. В общем-то, машина хорошая. И для своих денег тоже стоит она не так уж. Сейчас Чайзер вообще дико стоит в хорошем состоянии. Где-то это 600 плюс, если состояние более-менее. Этот я взял где-то примерно за 380 тысяч, короче. Он мне обошелся. Есть нюансы. Вот маленькие там всякие эти. Вот. Сейчас покажу джизетиков. Вот такой вот джизетик. VVTi. Ну самое что, обычный. Здесь я уже поменял ему клеммы. Аккумулятор, думаю, надо поменять. И придумать надо что-то с аккумулятором. В плане того, что надо, чтобы держался нормально. Но я думаю, ремешком буду его крепить. Не как заводской будет. Потому что заводской на жесткой планке. А я думаю, стяжечку. То есть завести стяжку такую, самозатягивающуюся. И сделаю так. И будет он у меня типа это, зажимной. Тоже будет красиво, хорошо, надежно. Вот. Ну, тут что тут показывать нечего особо. От GZ до GZ обычный. Вот. 200 лосей. Сейчас заведу. Ванночка стоит там у него. Такой приятный рык. Не пердит, ничего. Чисто маленечко так рычит. Приятно. Радиатор стоит тоже тюнингованный у него. Хороший, усиленный, алюминиевый. Вот. Ну, GZ как бы боятся, конечно, перегрел. Поэтому надо нормальное ставить охлаждение. Поэтому здесь стоит нормальный радиатор. Я так понял. По планам надо поставить распорку, думаю. И буду я тачку делать, скорее всего, под дрифт. Надо что-то делать с выворотом, с редуктором задним. Задний редуктор, скорее всего, буду ставить 2-way, который Торсон. Вот, что еще? Ну, в принципе, особо тут делать. Я говорю, вот из планов это покраска, диски, редуктор, распорка, выворот. В принципе, все. Остальное как бы делать тут особо пока я нечего. Не хочу и не буду, наверное. По салону нюансы, может быть, поправлю. Карты поменяю. Музыку, скорее всего, буду переставлять. Не нравится мне то, что он видео не показывает нормально. То есть не все читают эти форматы. Буду ставить все форматную, всеядную. Android, магнитолу, скорее всего, буду ставить. И что-то буду делать с оптикой. Потому что оптика у него, ну, тоже какой-то колхоз, грубо говоря. Вот, у него сейчас стоит ксеноновая какая-то. Фары уже тусклые. Надо их полировать, либо менять вообще. Вот. И все делать на ксенон, биксенон, что-нибудь такое надо делать, чтобы был четкий яркий свет. Потому что вот это вот не в такую как бы. Вот такой джизетик. Масла, в принципе, все нормальные. Машинка едет нормально. Еще можно было бы еще из подвески колы поставить. Вот. Еще у меня едет сейчас табло рыжее. Буду ставить рыжее табло рестайлинговое. Вот. Здесь у него оптитрон стоит. Родной. Но надо это рыжее ставить.
восстанавливать кнопочки тоже, подсветку. Здесь вот подсветка не горит, здесь подсветка должна тоже гореть. Вот эти кнопки подсвечиваться должны явно. Ну, оно как бы все работает, но не все кнопки диоды работают. Вот здесь, допустим, нюансы, тоже подсветка должна гореть, не работает. Все это надо будет восстанавливать, делать. Может быть, где-то предохранители посмотреть. Ладно, сейчас навоняет. Вот такая тачка. То есть пишите комментарии, что нормально, нет. Приобрел чайника. Но я думаю, почему я его приобрел, сейчас объясню. Значит, пацаны, почему я приобрел этого чайника? Да потому что, в принципе, за такие деньги сейчас брать нечего на рынке. Что сейчас можно взять за 380, даже 400 тысяч рублей? Ну, я не знаю. Нового вообще ничего не возьмешь. И встает. Ну, я не хочу. Вот у меня есть суксид, рабочая лошадка. Мне хочется что-то такого более-менее пацанскую машину какую-то, да? Ну, чтобы можно было покататься, поездить, чтобы она душа радовала. То есть, а за такие деньги ничего не возьмешь. Ну, Кроун не возьмешь, нормальный тоже. Много чего не возьмешь. Все новое, оно стоит уже за миллион, под миллион. Лексусы рассматривал, тоже они очень под миллион стоят, все ушатанные. Сколько денег в них потом надо будет вложить. Здесь я машину сделаю под себя. То есть здесь надо немного вложиться, чуть-чуть еще. Ну, может быть, 1200. Ну, может, чуть поболя. Но это деньги будут не сразу отдаваться, а сумма там туда 50, там 50, там 100, там. Ну, покраска явно будет сотку стоить по-любому. Вот. И как бы в совокупности я получу чайник, который стоит сейчас на рынке 800 миллионов. Есть такие, в принципе, сейчас аппараты, которые хорошо ухожены, они стоят так. Вот за 380 чайника нормального не взять. Это я считаю, что еще он более-менее, он по костям, в принципе, живой. Не распил ничего. Главное, что по документам он нормальный. Вот. Остальное все это делается. Все уложится, все сделается, как бы только вопрос времени. Ну и, конечно, руки надо вложить маленько. Опять же, фантазию, вкус у всех разные. Также мне вот с ним отдали летишко. Также вот мне с ним отдали вот такие вот японские диски. Резина на лето хватит погонять. Это у нас 18-шки. 18-шки. М+С тоже резина, но она на лето будет у меня. В принципе, здесь нормально. Лето точно отходит, даже больше может. Но если я валить на них не буду, то они будут как бы это походят точно нормально еще несколько сезонов даже. Вот, хром. Не знаю, что с ним делать. Он пошарпанный, конечно. Но его надо красить. Как-то попробовать покрасить, может, эти диски. Ну, не знаю, посмотрим. Что-нибудь придумаю. А может быть, я их вообще сплавлю. Возьму нормальный новый комплект уже. Ну, посмотрим, в общем-то. Вот. Такие планы на чайник. Что говорить. Так, ну и сейчас покажу маленько, что я сделал со своим гаражом. Вот. Сейчас тоже покажу. Сейчас тут у меня тесно, так как стоят у меня тут две машинки. Сейчас покажу. Вот нынче сделал такой вот верстачок себе. Там у меня все инструменты. Удобно, конечно, но сейчас уже все. Сейчас только летом я буду заниматься гаражными делами, так как у меня здесь стоит мои две кормилицы. Это мои машинки, мои палочки-выручалочки, которые не бросают меня никогда. Суксид. Что могу сказать про суксид? Вот такая машина классная. Вот такая просто обалденная тачка. Грузика я тоже закончил. Все доделал. Стоит вот он, пылится сейчас у меня здесь. Тоже вместе с суксидом. Вот.
Все. Прошлой зимы я на него очень много сил потратил, средств тоже потратил. Ну, и зато это теперь моя домашняя хозяюшка, которая меня выручит всегда, привезет все, что надо. Мусор на ней ложу и все такое. Вот теперь у меня 3 тачки по факту. И все машины выполняют свою функцию определенную. Одна машина для души, одна машина для работы повседнево. Эта машина у меня чисто тоже выручалочка. Вот. Такие дела вот. Вот такой у меня гаражик получился. Вот. С Андрюхой мы все доделали. Много работы было сделано. Ну и сейчас покажу свое самое основное. 2-й этаж. Вот так вот у меня получилось все. Это у меня. Здесь мы окно врезали. Потолки затянули. Тут я уже телевизор повешал. Линолеум постелили. Мебель сделали кое-какую. Ну и вот так вот. У меня витринки теперь есть свои для продажи. Здесь у меня мастерская моя по ремонту компьютерной техники. Здесь я ковыряюсь иногда. Вот. Тоже свет, все есть. Как бы так. Вот так вот теперь здесь все хорошо у меня. С хорошим освещением все. Вот. А это кабинет мой рабочий. Здесь тоже работаю. Документы делаю. Все такое. Вот. Ну вот окна еще не обрамил. Буду окна делать скоро. И все в принципе. Вот мое рабочее место. Что, разве плохо? Нормально получилось. Все, что я хотел сделать с двухэтажного гаража, вот все и сделал. Такие планы были. Все выполнил. Но вот тут единственное, что я хочу затянуть баннерами. Вот так вот все баннерами затяну. Кресты эти уберутся у меня тоже. И будут стеночки аккуратные. Ну и все, в принципе. Здесь я больше ничего делать не буду. Здесь лестницу вот такую сделали мы. Вот такую вот. Вот так вот лестницу сделали. Но это у меня на чердак. Там у меня сейчас типа склад. Вот. Всякое такое вот. Можно складывать ненужные вещи, которые там мешаются. Также вот прорубили на крышу уже люк. Ну, это там лазить, обслуживать и все такое. Очень удобно тоже. Сделали вот такой лючок. Вот. Тут тоже освещение, все удобно. Как-нибудь потом, может, покажу гараж снаружи. Ну, в принципе, его видно же. Показывал, несколько видосов было. На YouTube давно ничего не пилил видео. В основном все в Инстаграме. Вот. Ну, что-то решил вот показать, какие у меня изменения в жизни. Большие перемены. Вот. Так что, ребята, что хочу сказать. Если не сидеть на месте, что-то делать, то всегда что-то получается. Не сразу, конечно, но несколько лет убиваешь на все это, средства все свои вкладываешь. Но если есть какая-то мечта, почему нет? Вот я мечтал вот об этом всем. То есть вот такой вот гараж построить и все такое. Сейчас мне здесь очень приятно работать. Я не заморачиваюсь, у меня все на одной территории здесь. И дом, и гараж такой. То есть захотел что-то поделать, пошел поделал, проблем нету. Никуда не надо ездить, это все время, деньги, затраты. Здесь вот у меня все в одном месте. И работа, и дом. Вот. Летом много планов. В плане того, что летом я займусь домом уже конкретно. Летом хочу я построить веранду.
наверное, буду видео тоже выкладывать. Ну, получится, получится. Вот, инструменты все прикупил для этих всех дел. Вот. Осталось материал закупить, доска нужна. Доска подорожала очень сильно в Якутии. Сейчас у нас тут куб доски стоит 30 тысяч и более того, 32, 35, зависит от сорта. Металл подорожал, все подорожало. Вот. Не знаю вообще, ну смогу ли я это все сделать. Потому что зарплаты как стояли на месте, в принципе, так и стоят. Работы очень мало. Но что делать? Будем прорываться как-то, будем новые всякие пути зарабатывания искать и все такое. Ну и это самое. Надо как бы в жизни идти к своей цели. Сейчас я вот хочу дом утеплить, сайдингом его обшить, красиво сделать. Ну, а там что мне останется? Заниматься только территорией. То есть, может где-то что-то, беседочку построить, там облагородить, допустим, где-то, может быть, зону под автомойку сделаю, там залью бетоном площадку себе, ну и дорожки сделаю там специальные, вот эти есть же сейчас, ну как они, тротуарной плиткой, короче. Ну и в принципе все, больше ничего делать особо и не надо. Ну и тачкой буду заниматься, соответственно, чайзером своим любимым теперь уже, вот. И все. Жить и радоваться надо. Как бы. Такие планы у меня на 22 год. А там что покажет. Какие у нас перемены будут в стране и все такое. То есть, ну, главное, чтобы не было войны. Чтобы хорошо все жили, как бы. И дальше, чтобы работа была. Ну, как-то нас хоть маленько, что ли, гайки нам раскрутило правительство наше. Увидело, что вот нам уже хреново в натуре. Ну и надо как-то более-менее. Ну вот просто вот это вот все, на все это очень много лет уходит, да. А по большому счету, ну, вот мы работяги, да, вот сами все делаем своими руками. И все это очень тяжело нам достается. То есть все равно тяжело. Ну, может, обычному человеку это было бы вообще нереально. У кого руки не на то заточены и нету никакого желания этим заниматься, он и не будет заниматься, потому что это очень дорого, все затратно. Вот. Мы же, вопреки всему, вот кто работяги, кто вот работает, кто пытается, да, что-то делать в этом мире и, ну, не бухает там особо, да, там все-таки деньги куда-то в оборот вкладывают какой-то, да, вот у меня все деньги, они уходят в дело, вот в это вот дело конкретно, потому что, ну, ничего лишнего особо себе не позволяешь, вот позволяешь то, что вот о чем мечтаешь и вкладываешь туда эти деньги, как бы, да, и добиваешься своей цели. Но если бы, я к чему хочу все это сказать, что если бы у нас были возможности чуть-чуть получше, зарплаты побольше, там, возможностей побольше, какие-то дополнительные заработки, ну, нас бы так сильно как бы, ну, не затягивали нам гайки, ой, как мы бы далеко пошли. Вот просто вот очень сильно развивались бы капитально. И страна бы развивалась, конечно. А так вот получается, что ты вроде бы как бы много-много лет на одном и том же месте буксуешь. Ну и в плане того, что все равно что-то получается. Вот. И вообще пофигу на все. На вот это вот, на все эти движения. Закручивайте нам гайки, не закручивайте. Все равно, если у нас есть цель, мы их будем достигать. Любой ценой. Вообще без разницы. Вот и все. Ну это философия, короче. Так что, ребята, всех как бы обнял. Все, кто рад был увидеть, ставьте лайки. Вот. Посмотрим, пообщаемся. Вот. Буду на комментарии ваши отвечать. Ну, если как бы нормально, может быть, еще видосы буду пилить. Ну, посмотрим. Я говорю, что-то ютубом сейчас не особо хочется заниматься. Особо времени нет. Ну, настроения не было, если честно, ребята. Вот. Может, как-нибудь расскажу. Ну, а так, в принципе, все нормально. Всем пока.